если только они не повреждены настолько же, насколько они прекрасны. С тобой жестоко обращался кто-то в семье? Нет. Не насиловали? Нет. Но ты повреждена, не так ли? А вот здесь больше. Не пройти. Я поспешил за ней. Я не мог перестать думать о том, что врач сказал. Я же сказала не слушать его. Он и делал. Я была раньше. Я не хочу знать, что вы выяснили. Вам все равно? Я ваш врач. Вы относились хорошо ко мне и к этому госпиталю, конечно. Мне не все равно. Но я не вижу, как этот разговор может хорошо дать я. Его ваша жена Романа, его нет. И вы пришли сюда, потому что справедливо считаете, что я должна вылить его, хотя я не могу. Даже если мне это будет стоить ваших денег. Пациент лучший врач, который у нас есть. Чувствуете себя лучше? Не могу жаловаться. Как вы знаете, у госпиталя есть правила. Также вы знаете, что мы редко их игнорируем. Но это будет слишком очевидно, если вы нам не поможете. Если кто-нибудь вас просит 11 дочерей и 5 сыновей. Привет, ребята! Посмотрите, кто здесь. Как хорошо вас видеть. Я по вам скучала. Это для меня? Как красиво. Я люблю вас, ребята. Я хотела поблагодарить доктора Клауса, но он больше не пригодится. Он вылечил вас, вы не вылечите его. Ладно, я хочу, чтобы каждый из вас обнял и поцеловал меня. А ну сюда быстренько. Вот. Подожди. Она будет обращаться. Я же сказал, что твоя наивная сестра. А зачем искать? Это заставило тебя заняться этим случаем. Ты задал другу, чтобы сам не помог. Тебе не кажется, что это ненормально? Ты никогда не лгал? Я никогда не лгал. Да. Зачем вы это делаете? Потому что врачи, когда вы ошибаетесь, люди убираются. Да, позвонили, она сказала, что куда надо. Доктор Клаус, Может быть, мы здесь ознакомьтесь с предписанием. Ага, Здесь. она сказала, что ты говоришь, что ему нужна повторная доза. Вы же про это? да, Знакомимся с предписанием о том, что является нам таким Нет, ты не всегда можешь получить то, что хочешь. Она пакет. Ты не всегда можешь получить то, что хочешь. Справа, справа. Назад, назад, назад. Что вы ищете? Что вы ищете? Назад, назад, назад. Следи за нападающим. Одежда у вас есть? Ты в порядке? Дэн, Дэн, отвечай. Дэн, Дэн. Позовите врача. Отцов. Привет. Закрой дверь. Закрой дверь. Так что, врач там ведь считает эпидемией. Она знает, что я здесь поедет, как она приказала. Она просто не знает, что я один. Ну, у тебя полный приемная, как ты полагаешь? Сколько тебе удастся игнорировать их? Я ухожу в 4. Ты так делаешь, чтобы избежать 5-минутной работы?
применяется Если я вызову и достанется ребенок с сопливым голосом, осмотреть нос займет 30 секунд. 25 минут общения с беспокойной мамой, которая не уйдет, пока не удостоверится, что это не меня. Да, беспокойные родители могут так раздражать. Просто скажи, Катя, что у тебя неохота делать, и тебе придется рано уйти. Это была бы ложь. А это было бы неправильно. Эти проверки в рабочее время только делаются, да? Они Да, я так и не делаю. проверяют, просто если начальник приедет, подпишет, ну как, я не знаю, как Вы Но у тебя нет. останавливаем с проведением проверки. У тебя нет. И начальство тоже знакомо, однозначно. Полный врачи специалисты. Работающие на себя ничего не делают. Я продавец. Вот распределено. Я не знаю, понимаете, мои почты. Время проведенное в коде, я уверен. Полный чей. И ваша начальница приезжает, мы ее тоже знакомы. Исследование. Объект можно, чтобы не мешать. Проведение проверки, Недостаток йода у детей 9 букв. Прикинь. Вот вы понимаете, вы в рабочее время это делаете? Ну, естественно, у нас рабочее время, да, конечно. В рабочее время объект. Ну вы понимаете, что вы ничего не создаете, а вы людей проверяете. А люди, ну, как-то так, покормить кого-то. Это клиника свободного посещения, а это значит, что у вас нет приема в подачу. Это значит, вы приходите за только видео. В вашем письме было написано, что вы нас примете. Я не хочу видеть. Вот. С каких пор моя подпись стала такой женственной? Я могу объяснить, что видишь это букву «Б». Видишь большую звезду в зеркало? Это даже не похоже на мой почерк. Может, я чем-то болен? Короче, специальный диагноз в таком случае, если пишешь букву «Г», как школьник за начальных классов. Невозможно попасть к вам обычным путем, а не двойными. Город не равноценности. В следующий раз, если хочешь привлечь мое внимание, одень детей. Джинсы на бедрах очень интересны. 16-летний подросток внезапно творит в глазах страшные кошмары без каких-либо предпосылок. Ребенок уже быстро учился неврологом. Страшные кошмары, большие и страшные монстры. Да. Вы куда? Увидите семью. Вы собираетесь обследовать пациента? Я не хочу привести нет причин разговаривать с пациентом. Но ночные кошмары у подростка – это очень хорошая причина, чтобы поговорить с этой семьей. Ну, не, обычно за 200 минут. Приемки выглядят хорошо. Никаких повреждений. Две хороших. А продолжая ночные кошмары. 3 недели. Вы позволите должен спать, может, там другого может быть. Это вас говорит, ничего. Просто напал смотреть, как он меняется. Назови как можно больше животных, начинающих где-то с буквы «М». Марина, полностью дорога непростая буква. Мы вам говорим, наказывают плана, когда отсутствие биологических выражений, а также то, что вас никогда не будет главным поводом. У подростков бывает две наиболее вероятные причины кошмаров. Посттравматический стресс, у вас в школе ни разу были какие-то стрессы? Нет, ну хорошо, тогда ДСМ. Если не так, то бывает сексуальная деятельность. Итак, специальность. Учитель. Слишком контролируемый затем. Я вытаскиваю, если что-то исполняешь, но вы потрясаете все. Мы видите, вы сделали, что вы говорите. Я говорю, здесь оно было бы прямо, подобное отсутствие ответа, как вы посадили. Ничего не было хорошо, но я вижу. Была травма, я получил удар в голову во время игры в лото. Вы знали, что его ударили в голову? Они этого не упомянули. Нет. Действительно, чего беспокоит? Нет, нет, мы это не его отделение экстренной помощи, его подставили и проверять, сказать, что все в порядке. Нет, это не значит, должно быть что-то другое. Вы разочаруете меня, чтобы узнать мое мнение, а затем сомневаетесь в моем диагнозе. Все. Очевидно, вы отделение экстренной помощи назначили. Вам не сотрясение. Твои глаза у меня вышли удар. Но это все меня. Тебе нужны очки. Поэтому у тебя двоилось глаза. Поэтому тебя ударили. Поэтому у тебя сотрясение. Поэтому у тебя ночные кошмары. Тебе нужно стать молодым, кое мне не нравится. Вам это понравилось? Я обратил ваше внимание на случай случая, вы практически швырнули его в землю, просто вынесли меня. Ты единственный ребенок в семье не дошли. Почему вы это говорите? Все вращается вокруг тебя. Это может звучать невероятно спорно, но я считаю, что сексуальность активность это плохо. Я просто хотел убедиться, что его папочка не совокуплялся с ним. Или мамочка. Все остальное было бесспорно. Я не единственный ребенок, это интересно. Что? Что мне двигайте? Я так тебе не надоел? Что? Нет, вообще, ты устаешь?
Иногда. Он не спит, конечно, он устал. Прямо сейчас, в данный момент. Ты устал? Нет, нет. Подергивание твоей ноги. Ты его ощутил? Не было больно. Его нога подергивалась, я не вижу. Это называется судорожное сокращение. Оно очень часто бывает, когда ты засыпаешь. Скорый язык не падает, и мозг иногда считает, что тело умирает. Поэтому он посылает импульс, чтобы пробудить его. А то, что он не спит. Он бодрствует. Хорошего дня. Займите его. Спасибо. Я узнаю это с закруглением. Итак, что нам говорит это сокращение? Ничего хорошего, может терять контроль над телом. Контролирует мозг. Расстройство двигательной системы или дегенеративное заболевание мозга. В любом случае он будет забирать свой диплом вперед, как и цветной каталки. Может не все так плохо, возможно это инфекция есть. Что именно? Ну, Это бутылка. сироп. Сироп. Да. Зачем сироп? А сироп зачем? Значит, здесь другие. Сейчас Это слово. Мою? Я... Как Лев? Нет, он... Наверное, да? Больше у вас есть? Это есть у вас? Но мы еще бываем, мы еще берем у нас есть одноразовые. Ну, вам спецодежду выдавали или не выдавали? Нет. Если у нас бейджика нет, спецодежды нет. Это вот называется стикер. Это не как. У меня вот где должна быть что-нибудь. Здесь указано должно быть. У нас еще стикеры, да? Ну вот у нас вот такие вот такой есть. вот, да, вот такой вот, смотрите, да? Ну вот у нас вот такой, да. Да. Здесь указывается наименование товара, цена и страна происхождения. РБ, РФ, это не обязательно сейчас. Белоруссия, Россия, там Украина, так сказать. Да? У нас на товары нет ценника. Это вот дальше пишем решение. В информационном центре у нас нет правил торговли, нет у нас. Нет, мы сейчас вообще не будем сказать. А алкоголь и табак у вас есть? Табака у нас нет, алкоголь только пиво. Или вы не алкоголь? Что-то здесь нужно. Что у нас есть из холодных блюд закусок? А вот у нас ничего закуски, у нас только салаты, больше контейнеров приезжают. Сегодня будет приезжать. Сегодняшний у нас на время проведения проверки салата у нас нет. Да? Супы есть? Супы нет, у нас тоже было заморожено будет прекрасно супы.
Горячая блюдо. Горячего тоже. Напитки горячая, холодная. Чай, кофе, да? Чай, кофе у нас есть, да. Булочные. Булочная у нас чисто мороз, так как мы возим замороженные такие вот булочки, там Есть холодильники. Да, конечно. Кондитерские изделия. Это что вы имеете в виду? Вот это и вот это. Булочка с шоколадом один. И пончики. Пончики, да, есть. Фруктовые минеральные воды, напитки, соки отечественного производства. Минеральная вода, соки, платочек, минеральная вода, фруктовая минеральная вода, шоколад, конфеты, орешки, белорусский барышник, шоколад, конфеты, орешки, белорусский. Нет у вас ничего, насколько я вижу. Да, просто нет. Нет. Сопутствующие товары, что вы имеете в виду? Два. Вот вопрос. Значит так. Пиво отечественного производства 3 разновидности. Отечественное у нас есть тоже еще. Что у нас еще? Балтика это Оливалия, вот раз. И Да, ну их все есть. Специально документы. Жигулевская, не знаю, что это что. Нет, удостоверение. А мне начальник... Оливалия, да, два. А ты что например? А? Начальник спрашивает удостоверение. Удостоверение. Клиническая приезд, я и скажу удостоверение. Алло. Мы сказали, приезжаем, если покажет удостоверение. Две разновидности мы сказали, да? Итого получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, семь. Позиции у нас не выполняется. 3, 6. 6. Это больше 6. Забег подлежит восстановлению известности. За несоблюдение социального. Ничего. Да. Она сказала, подать есть удостоверение, вам кладут на можете проверку. Алло. Моя фамилия Кульбакин А.В. Вот мое удостоверение. Кульбакин А.В. Ну, Танька, есть все. Да. Нет, это внеплановая тематическая оперативная проверка. Да. Ну, хорошо. Нет еще. Нет еще. Ну, да. Нет. Давай быстрее, Таня, тут не Как хорошо подумать, что не работает. Что, есть срок хранения? А это как проверка как-нибудь товара идет? Не знаю, не Ну, знаю. как вы не можете сказать, Может быть, руководство поступило, может, и жалоба. А руководство принимает осуществление жалоб, осуществление возможно. Поступила какая-то информация. А мы исполнители, которым выдали... Да. Сама секретарь, да?
66 пунктов выполняем следующее. Так, я смотрю на здесь. А полочки смотрю на? Кажется, надо своим нам покажет, да? Да, задача.